Здравствуйте, меня зовут Чиркова Селена. Меня зовут Семенова Регина. Мы ученицы 8 класса Митюнской средней школы имени Николая Егоровича Иванова. В данное время ручные работы стали актуальными, и мы с Леной решили объединить наше хобби и сделали маленький бизнес. Почему эта идея? Во-первых, нет такого бизнеса в нашем наследии. Во-вторых, бизнес не требует больших вложений. В-третьих, простая схема ведения бизнеса. И в-четвертых, экологически чистый продукт, но и низкая стоимость. Таблица Астербальтера. Экономический и экологический аспект не требует больших вложений и вреда для здоровья. Наши особенности. Наши продукты – это открытки и блокноты. 2 фактора успеха. И 4 фактора реализации. Целевая аудитория. Наш целевой рынок рассчитан на жителей Печенского наследия Амкинского улуса примерно 1270 человек. Из них школьников 16%, а взрослые дети дошкольного возраста 84%. Портрет клиента. Это молодая девушка, женщина средних лет, школьники, учителя, воспитатели, рабочие, другие. Мы провели опрос, и это результат нашего опроса. Сегмент рынка Печенского наследия. Никто не занимается изготовлением ручной работы по желанию клиента и по приемлемой цене. Вывод. Наши потенциальные клиенты в Амкинском улусе 4421, а в Печенском наследии 1270 жителей. Маркетинговое планирование. Цели и задачи. Наш маркетинговый цикл и его составляющие. Маркетинговые инструменты. Мы выбрали следующие 2 стратегии ценообразования. Это стратегия цен проникновения и стратегия среднерыночных цен. Мы изучили эти 2 стратегии, и наш бизнес более подходит к стратегии цен проникновения. Анализ планирования провели с помощью маркетинга микса 4P. Для того, чтобы привлечь внимание клиента, можно использовать следующую модель АИДА. Планирование рабочего процесса. Это изучение рынка, выделение целевой аудитории и оценка, изучение потребностей целевой аудитории, регистрация в налоговых органах, помещение хранения, закупка материала и для персонала. Стороны проекта SWOT-анализа. Это сильные стороны, слабые стороны и возможности. Сильные стороны – опытный персонал, низкая стоимость. Слабые стороны – недостатки технологий, плохая репутация предприятия на рынке, возможности, низкая активность конкурента, замедление роста на рынке. Социальная ответственность – это внутренняя среда и внешняя среда. Устойчивое развитие, краткосрочное и долгосрочное. Спрос, если в-первых, отсутствие ошибок мастера, сервис на высшем уровне, клиент всегда прав, постоянный мониторинг инновации в данной сфере, проводить пиар-акции и работать на качество. Техника экономическое обеспечение проекта. Зарплата работников. Маржинальный доход и точка безубыточности. Цена продукции за единицы и объем продукции в год. Таблица нашей прибыли. И планируем показатели на 3 года. Спасибо за внимание.